Уважаемые коллеги, тема сегодняшней нашей лекции бруцеллез. Какие же современные методы исследования на бруцеллез? Значит, сейчас широко используется иммуноферментный анализ, реактивы во всех, ну, будем говорить, во многих частных лабораториях есть, и, наверное, можно было бы спокойно закупить реактивы вот в центрах СПИД, и они могли бы выполнять эти анализы. Может, они и выполняют, просто, может быть, я, значит, не в курсе. Далее, значит, можно применить ПЦР-диагностику. Тогда, когда? Значит, когда титры отрицательные, клинические признаки, похожие на бруцеллез, есть, и вот в этом случае можно послать кровь, другой материал на ПЦР, и вот в этом случае, значит, будет подтверждаться фактически РНК бруцеллой. Доступна ли, значит, эта диагностика для широкого круга, значит, на местах вот в медицине? Конечно, нет. Конечно, нет, но когда-нибудь, наверное, все-таки создадутся такие условия, что в каждой, будем говорить, крупной больнице, как областные больницы, будут стоять эти аппараты, и мы будем тогда более углубленно изучать и диагностировать. Какие же, значит, возникает иногда необходимость, значит, проведения УЗИ-диагностики внутренних органов. Можно использовать компьютерную томографию, кардиографию. То есть, значит, по необходимости, если идет поражение того или иного органа, и те инструментальные методы, используемые для диагностики, значит, они могут быть использованы и при бруцеллезе. Далее, значит, после установки диагноза клинического, клинико-эпидемиологического, лабораторного, значит, следует вопрос, а как же лечить? Так вот, в этом случае я вам должна сказать, что мы пока пользуемся клиническим протоколом 2003 года, и вот сейчас вот мы, вот Ассоциация инфекционистов и гепатологов Кыргызстана, Минздрав нас озадачивает, значит, написать клинические протоколы на те болезни, значит, протоколы которых устарели или вовсе не были написаны. И поэтому вот как раз я в пятницу спускалась к, значит, кафедре Славянского университета. Они пишут новый протокол по бруцеллезу, они обсудят у себя на кафедре, потом, значит, вот мы всегда это так делаем, соберемся, значит, кафедры, больница, и, значит, мы обсудим, что же, значит, поменять вот в этом протоколе. И, конечно же, самое основное, это касается лечения. Вот в новый протокол, конечно, вошли значит, ИФА, то, что не было в 2003 году, значит, ПЦР-диагностика, компьютерная томография. Но больше всего и больному нужно, и врачу нужно, а что изменилось в лечении? Или осталось то же самое? И, значит, лечение изменится в том плане, что в предыдущем протоколе как альтернативное лечение оставался стрептомицин. Вот, видимо, стрептомицин мы исключим. Почему? Потому что это очень, значит, ототоксичный препарат, и, по-моему, сейчас даже уже выпуск стрептомицина или прекращен, или, видимо, его очень мало. Ну и слава богу, потому что, значит, от него гораздо больше проблем. И самое главное, вот когда пациенты обращаются со снижением слуха, даже с глухотой, мы, инфекционисты, терапевты, значит, даже не задумываясь, а нет ли нашей вины в том, что у него развилась глухота, значит, направляем лор-врачу,
А на самом деле есть же антибиотики, которые вызывают снижение слуха вплоть до глухоты. И, значит, к этому относится, кроме стрептомицина, гентамицин тоже. Вот почему мы гентамицин не рекомендуем, особенно для парентерального введения, длительные курсы. И все-таки, значит, протокол лечения, который еще не пересмотрен, значит, вы, пожалуйста, запишите. Раз это бактериальная инфекция, значит, в первую очередь мы должны проводить этиотропную терапию. Этиотропное – это воздействие на возбудителя. Поскольку, вот мы перед этим тоже говорили, болеют, к сожалению, и дети, и даже до 6 лет болеют дети, значит, мы выделили лечение взрослых, значит, и детей старше 8 лет. И почему вот граница именно 8 лет? Поскольку назначается тетрациклин, доксициклин, в силу, опять же, токсичности тетрациклина, значит, его не назначают детям до 8 лет. Вот это еще раз следует запомнить. Так вот, взрослым и детям старше 8 лет стандартной схемой лечения бруцеллеза остаются. Значит, доксициклин 100 мг 2 раза в день. И вот плюс рифампицин 600 мг 1 раз в день внутрь в течение 45 дней. Так вот, там, где вы написали рифампицин, вы, пожалуйста, поставьте галочку или звездочку. Скорее всего, когда будем утверждать вот этот новый протокол, мы не будем включать рифампицин. Вы прекрасно знаете, что рифампицин – это единственный антибиотик, используемый при туберкулезе. А мы тут уже рифампицин и в хвост, и в гриву при всех болезнях, вплоть до поноса, назначаем его. Тем самым, значит, возбудители приобретают устойчивость к этому препарату. А туберкулез у нас тоже широко распространенное заболевание. Уже таких больных лечить нечем. Поэтому просто всем врачам я должна была бы сказать, что все-таки не злоупотреблять, значит, а назначать препараты именно строго направленного действия. И, скорее всего, вот в стандартную схему лечения, значит, введем ципрофлоксацин. Мы его уже используем, уже применяем. Ципрофлоксацин по 0,5 грамм 2 раза в сутки внутрь в течение 45 дней. Бывают случаи, значит, человек не может принимать доксициклин, какие-то медотводы, значит, тогда идет альтернативный препарат. Альтернативный препарат – это триметоприм с сульфаметоксазолом. Расчет идет вот по последнему препарату, сульфаметоксазолу, 480 мг 2 раза в сутки в течение 45 дней, то есть в течение 1,5 месяца. И альтернативным препаратом для взрослых, вот то, что старше 8 лет, значит, гентамицин 80 мг, это уже не на килограмм расчет, а уже стабильная доза. Гентамицин по 80 мг 2 раза внутримышечно в течение 2 недель, то есть 14 дней. Если мы будем считать вместе с воскресеньем, это в течение 2 недель, 14 дней. Детям до 8 лет триметоприм сульфаметоксазол 10 мг на килограмм веса в сутки дается 2 раза. 2 раза в сутки. Рифампицин, то, что было до этого, значит, 8-10 мг на килограмм веса в 3 приема, тоже 1,5 месяца. В 3 приема, значит, 1,5 месяца.
Альтернативным препаратом остается гентамицин по 5 мг на килограмм веса в сутки 14 дней. Как вы видите, антибактериальная терапия, значит, непродолжительная, 1,5 месяца, но у больных была масса жалоб, с которыми, значит, они к нам приходят, и мы должны по мере возможности лечить эти, значит, проявления. То есть это то, что входит в патогенетическую терапию. При, значит, этих состояниях назначаются нестероидные противовоспалительные препараты. Когда, если есть сильный болевой синдром, назначаем диклофенак по 75 мг 1 раз в сутки внутримышечно 10 дней. Диклофенак. Только после этого можно перейти на пероральные нестероидные противовоспалительные препараты. Это ибупрофен по 200 мг 3 раза в сутки 20 дней. Или тот же диклофенак по 50 мг 3 раза в сутки 20 дней. Пока этих препаратов не было, до этого назначался индометацин. Индометацин продолжает оставаться актуальным. Значит, индометацин по 25 мг 3 раза в сутки 20 дней. И дальше, значит, идут детские дозы. Педиатры, вы это знаете. Значит, мы, наверное, на этом не будем останавливаться. При хроническом бруцеллезе, опять же, вот, значит, при сильных болях, при остаточных явлениях, значит, бруцеллеза рекомендуют, значит, они в антибактериальной терапии не нуждаются. Вот в этом случае, значит, вы можете назначить преднизолон внутрь в дозе 0,5 мг. При необходимости дозу можно повысить до 1 мг на килограмм в сутки. Вот, зная побочное явление преднизолона, я вообще-то вот таким больным больше 0,5 мг на килограмм веса не назначаю. И, в принципе, вот этого бывает достаточно. Ну, как по литературе расположено, потому и говорим до миллиграмма. Значит, до получения клинического эффекта. То есть, как мы увидим этот клинический эффект? Значит, вот если вот он жаловался, что у него боли в суставах, боли в спине и головные боли, значит, в крупных суставах нижних конечностей, как только уменьшаются эти боли, значит, вы приступаете к снижению дозы на 5 мг каждые 3 дня. И все-таки вот в этом случае не забывайте говорить, чтобы преднизолон внутрь они пили вместе с молоком. Запивали молоком, а не водой, потому что вызывает кровоточивость, эрозивные явления в желудке. Значит, об этом надо помнить. Раньше у нас здесь в 6-м отделении постоянно лежали больные с бруцеллезом, нормальные здоровые мужчины в основном слонялись. Но в последние годы, опять же, вот с созданием Института семейной медицины, эти больные не нуждаются в госпитализации. Значит, их должны лечить врачи-инфекционисты кабинетов инфекционных заболеваний, значит, центров семейной медицины. Если это в районах и областях, то это должны лечить врачи-инфекционисты амбулаторные или же терапевты. Поэтому, значит, госпитализировать надо кого? Если, значит, идет нейробруцеллез с менингитом, менингоэнцефалитом. Куда надо госпитализировать их? Поскольку это все-таки инфекционное заболевание, они должны быть госпитализированы в инфекционный стационар.
Как долго наблюдать этих больных и кто должен наблюдать этих больных, поскольку в основном они же, значит, лечатся амбулаторно на участке. Значит, дальнейшее наблюдение проводится врачом групп семейной медицины или же врачом КИС, мы перед этим уже сказали. Значит, сколько времени наблюдать? При остром и подостром бруцеллезе наблюдение в течение 2 лет. При выявлении клинической активности бруцеллеза необходимо провести лабораторное исследование крови на бруцеллез. То есть мы чего боимся? Реинфекции или суперинфекции. Значит, мы его тогда уже обследуем и будем действовать по мере того, что установили. При хроническом бруцеллезе наблюдение в течение 2 лет с момента окончания последнего обострения. При осмотре определяют характер локальных поражений, то есть где у него поражено, насколько это выражено, для того, чтобы определить степень его трудоспособности, насколько нарушена трудоспособность пациента, потому что довольно часто больные бруцеллезом с резидуальным бруцеллезом дают инвалидность разной степени, поэтому врач-инфекционист должен четко определить степень остаточных явлений и степень его трудоспособности. Если в течение 2 лет наблюдения признаки активности бруцеллеза отсутствуют, а больные предъявляют жалобы, которые обусловлены необратимыми изменениями, то в этом случае диагностируется резидуальный бруцеллез. Указываем место поражения, например, деформирующий полиартрит, неврит слухового нерва. Но эти больные, снимаются с учета по бруцеллезу и передаются терапевтам, невропатологам, то есть к тому специалисту, по которому еще остается у него патология, и они уже наблюдаются у этих специалистов. Бруцеллез – такое серьезное заболевание, приводящее к инвалидизации, и общие меры профилактики, чтобы не касаться скота, чтобы не инфицироваться околоплодными, не брать на руки абортный плод, не всегда это, видимо, удается, то, конечно же, нужна специфическая профилактика. Вакцинация против бруцеллеза не входит в национальный календарь профилактических прививок, но проводится вакцинация по эпидемиологическим показаниям лицам, проживающим в эндемичном районе. Тогда пришлось бы вакцинировать практически всех жителей села. Это, к сожалению, полностью не проводится. Пока ограничиваемся только тем, что вакцинируют в организованных хозяйствах, фермы, скотобойни, работников этих организаций, где они непосредственно участвуют, причастны к разделке туш, возделыванию шкур, пока на таком этапе. На самом деле, если вакцинировать жителей села, это принесло бы гораздо больше пользы, чем потом их длительно лечить, потом платить пенсию по инвалидности. Это, видимо, дело нашего будущего. Вы наравне с нашими врачами повышения квалификации прослушали лекцию по бруцеллезу, актуальную для Кыргызстана и Республик Средней Азии. Последующие лекции также будут посвящены актуальным для нашей республики заболеваниям. Я думаю, что поскольку и сезон идет холодный, следующая лекция наша будет посвящена гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям.